В юрте Национального театра прошла официальная презентация проекта «Театра Тол». Вечера сказаний, древних легенд, героических эпосов, спектаклей и все на родном тувинском языке. Об этом театр Тол, о древнем сказительском искусстве. Театр Тол – это проект, реализуемый автономной некоммерческой организацией «Тенгер-театр» в коллаборации с Национальным театром имени Виктора Кукола. Это проект, направленный на сохранение сказительского искусства, на то, чтобы популяризировать сказительское искусство на широкую публику в том виде, в каком это искусство дошло до нас испокон веков от наших предков. Сохранение тувинского языка, обращение к древним истокам нашей культуры через народное самобытное сказительство – такова глобальная цель проекта. В рамках нашего проекта у нас состоятся мастер-классы, творческие мастер-классы по напевам, по горловому пению, по сказительскому искусству, а также у нас мастер-классы состоятся по национальной кухне и непосредственно по сказительскому искусству. Кроме того, для детей у нас будут такие познавательные, можно сказать, такие мини-уроки о том, что такое тол, сказания, какие они бывают, виды. И вот перевод на простой язык, скажем так, обсуждение этих сказаний состоится. Такая обширная программа для детей и взрослых не просто досуг. Через мастер-классы и спектакли можно проникнуться этнической культурой, вспомнить, как проводили время наши предки. Родной тувинский язык возрождается вновь. Профессия сказитель всегда была почитаемой и уважаемой. Умение запоминать и эмоционально рассказывать истории, воздействуя на слушателя за счет такта и чувства ритма, дано не каждому. С течением времени сказители почти исчезли, но древнее искусство сохранилось, и теперь его продолжают юные таланты. Kojamaqtar aralar değiştirmez. En ol aşağıldın paylak ulu hevri oza aşağıldın tol boptra. Onu oza çüye kumagala attra derge oza kelir yede oza bistin anyak öz orar. Salgaldarыбыз oza tavadıl depçe paylak çaraş depçeni oza. Аттраква değiştirmez toldu oza amin. Начин Салчак – потомственный молодой сказитель, победитель множества международных и региональных конкурсов. Известен редким умением читать наизусть объемные сказания с соблюдением всех канонов этого искусства. В репертуаре около 20 известных произведений. Одно из них о богатыре Кангывае Мергене. После презентации проекта «Театра Тол» прошел круглый стол, посвященный возрождению сказительского искусства и вопросам сохранения тувинского языка. Сказительское искусство – это у нас, получается, объект нематериального культурного наследия, тувинского народа, да? Вот. А нематериальное культурное наследие, под этим понятием мы понимаем различные формы, знания, образцы устного народного творчества, музыкального фольклора, обряды, обычаи. И все они являются на сегодняшний день, скажем так, хрупкими объектами, потому что нематериальное культурное наследие, оно в первую очередь зависит от самого общества. Все зависит от самих людей, считает Мингиандар. Сотрудник Центра тувинской культуры занималась программами по внедрению сказительства в массы, проводила различные мероприятия, конкурсы и кружки для подрастающего поколения. И отклик от населения был. Дети и родители стремятся к родной культуре и сказительству, считает девушка. Если в сфере культуры делают совсем
все шаги для возрождения сказительства, значит, предпринимаются и усилия для укрепления тувинского языка. По последним данным, в Туве проживает 330 тысяч человек, а коренных тувинцев 260 тысяч. Но говорят ли они на родном языке? Грозит ли тувинскому языку вымирание? Чтобы ответить на эти вопросы, мы обратились к исследователю тувинского языка, профессору Мире Бавусюрюн. То сегодняшний день показывает, что вот это вымирание грозит тувинскому языку, потому что начиная где-то с 10-го, с 15-го года уровень владения тувинским языком у молодежи падает, то есть языковая компетенция, могут не знать некоторые слова, фразы, вот, то, что написано художественной литературой, могут не подать, это одно, то есть понижение языковой компетенции. Второе, есть дети, у которых произошел языковой сдвиг, то есть полностью перешли в данном случае на русский язык. С одной стороны, вроде бы правильно, хорошо, да, а с другой стороны, вот если взять с точки зрения культурного кода, да, моральных ценностей и вот таких воспитательных ценностей, это не очень хорошо, потому что мы через язык осваиваем культуру своего собственного народа. Когда человек знает свою собственную культуру хорошо, он может понять другого человека, соответственно, адекватно. Вот, а когда нет понятия собственной культуры, понять, что у другого человека может быть культура собственная, будет очень сложно, потому что он ко всем относится как к нечто средним, как к этим машинам, роботам и так далее. Традиции и обычаи передаются через язык. Урбанизация и глобализация плохо сказываются на нашей культуре. Стираются рамки и границы между народами. Исконная культура, идентичность и родной язык медленно исчезают, подчеркивает Мира Бавусюрюн. Большую роль в этом процессе играет и цифровизация. Технический прогресс вынуждает нас пользоваться международными языками. Поэтому сегодня родители стремятся обучить детей в первую очередь английскому языку. Как тогда решить проблему вымирания тывадыла тувинского языка? Профессор считает, родители лишь отчасти несут ответственность за то, что их дети не знают родной язык. Взрослые и сами находятся в ловушке смартфонов и технического прогресса. Решить проблему можно только коренным образом, с применением государственных рычагов и ресурсов. А именно государство, в данном случае наше правительство, Республика Тува, должно позаботиться. Потому что это не под силу одному человеку, даже одному коллективу. Это может быть решено только вот на таком высоком правительственном уровне. То есть нужно вот что-то, не что-то, а вот именно переводы вот этих наиболее используемых, наиболее интересных вот этих музыкальных произведений и плюс еще вот этих мультимедиа продуктов одновременно, то есть делать синхронные переводы или же вот такие переложения. Сохранить язык и нашу культуру возможно, но необходимо прилагать усилия, ведь наш родной язык действительно может исчезнуть. По данным Российской академии наук, только 10% из 147 ныне существующих национальных языков России сохранятся к концу столетия. А что думают о проблеме вымирания тувинского жители Кызыла? Много ли ваших знакомых знают тувинский язык? Очень много знает, очень есть. Ага. А вы сами знаете? Я тоже знаю. Да. А как вы считаете, наш тувинский язык вымирает или нет? Да. В основном дети учатся, дети стараются детей своих определить русский класс. Русский, почему-то стараются в основном так, родители так рассуждают, чтобы дальше, чтобы русский язык больше современнее знали. Да, вот мои внуки говорят уже только по-русски. Только по-русски? Да, самый младший. А почему? Ну, общения, наверное, не хватает. Не учат. Они живут в Москве. А что нужно сделать, чтобы тувинский язык жил и развивался, не исчезал? Ну, надо развивать много общения, образовательный процесс, чтобы это как образование в классе, ну, наверное, зависит от родителей тоже. Вот. Почти все знают тувинский язык, с которыми я общаюсь. У меня вот соседи, коллеги бывшие. Все знают. А как вы думаете, тувинский язык вымирает или нет? Я думаю, что нет.
потому что я наблюдаю во дворе, дети общаются на тувинском языке. Ну, как бы смешанный, тувинско-русский язык, вот так вот. Но разговаривает на тувинском. Да, разговаривают на тувинском. Нет такого, чтобы они не знали тувинского языка. Ну, может быть, редкий случай какой-то. Да, почти все. Все знают. А как вы думаете, тувинский язык вымирает или нет? Я думаю, что нет. Мои знакомые все разговаривают и на тувинском, и на русском языке, хорошо общаются, я с ними хорошо общаюсь. Ну, почти все знают. Но только дети. Маленькие дети, они же по телефону, по телевизору все учатся по восьмому каналу. И остальные взрослые все по-тувински говорят. А что нужно сделать, чтобы дети знали родной язык тувинский? Ну, всем надо говорить. С ними надо говорить по-тувински. Много, очень. А дети? Дети тоже разговаривают по-тувински. А как вы думаете, наш тувинский язык вымирает или нет? Ну, я думаю, нет. Потому что мы все разговариваем на тувинском языке. Да. А вы сами говорите на тувинском? Ну, 50 на 50. А как вы думаете, наш тувинский язык вымирает? Ну, понемножку, да. А почему? Ну, многие тут говорят на русском. А с чем это может быть связано? Ну, подростки начали русский изучать и там привыкли по-русски говорить. И некоторые тувинские учатся в русских классах. Поэтому большинство подростков и так-то детей по-русски говорят. Мнения разошлись, но большая часть опрошенных уверены, если подрастающее поколение не знает родного языка, то и их дети не будут его знать. Тогда тувинский язык точно будет на грани исчезновения. Но пока что есть маленькие, но прорывные шаги, как театр Тол, где можно услышать богатую тувинскую речь, язык, на котором говорили наши предки, и язык, на котором еще говорим мы. Пока развивается сказительство, развивается культура и сохраняется наш язык. Мария Стручкова, Александр Петрушин, Культыгина Шина, 108 канал.